Привет, как дела? Так, в этом видео я хочу вам рассказать, как я учила русский язык. Так, все начинало, может быть, 5 лет назад или 6. Так, я хотела учить немножко, только «Привет, как дела? Меня зовут Лаура», так, немножко только basics. Ну и потом я так думала, окей, это я могу сама делать. Так я начинала одна. Ну и потом я увидела, что это очень трудно, но тоже очень круто. Я хотела так много учить, и поэтому я решила искать кого-то, с кем учить. Так я тоже вначале я была в школе, и там много стариков были, и они очень медленно учили, но тоже там были 3 или 2, еще 2 из Испании. И мы сказали, вот будем вместе учить и будем найти учительницу вместе. Так мы будем меньше платить и вместе учить. Так мы учили 2 года, 2 раза в неделю. Много грамматики мы тоже говорили. Все было отлично, но потом я переехала, и так это означало для меня, у меня сейчас нет с кем-то учить, и так я думала, окей, ладно, я буду в школе, может быть, или буду искать кого-то. И так я нашла italki, и я думала, почему нет учить дома? Так я могу решить, когда я хочу учить и где. И это очень просто. Тоже зависит, конечно, но не так дорогой. И так я решила там начинать учить. Я уже там 3 года учу. И что мне очень нравится, что я сама могу решить, что я хочу учить. Например, я хочу больше учить грамматику, или я хочу только поговорить. И вначале я только хотела говорить свободно, и сейчас я могу говорить свободно, конечно, с ошибками, но это так сейчас работает, и сейчас я хочу лучше грамматику учить. Например, НСВ и СВ. Это для меня очень трудно, потому что у нас по-испански это не у нас нет. И тоже еще так и дательный, и может быть мужской род и женский род. Так для меня это, конечно, трудно. Я не читаю по-русски, это слишком трудно для меня сейчас. Например, новости. Или я никогда не видела сериал, или так я смотрела, может быть, 2 раза фильм по-русски, но я не все поняла, да, так очень трудно для меня еще. И я хотела вам спросить, может быть, вы можете мне рекомендовать музыку по-русски? Я думаю, что это было бы отлично. Может быть, если я каждый день немножко музыку по-русски слушаю, это будет, конечно, здорово. И моя цель сейчас это не забывать русский, так быть как сейчас. Так, если я могу стать лучше, отлично, но у меня так много времени нет. Но может быть потом, на будущее, я хотела бы сдавать экзамен. Но сейчас это уже раньше, потому что я, конечно, работаю, и я хочу еще другие языки учить, поэтому сейчас это, ладно, хватит так. Но я хотела бы, может быть, смотреть фильмы по-русски и слушать музыку. Так, если вы можете мне дать рекомендации, я очень хочу сказать спасибо. Пока!